Вот как выглядит троглодитский дом. Значит, то, что рыли сверху, это лопатами. Вот этому дому около 400 лет. Есть дом, который я рассказал о нем, где жила хозяйка, ему около 800 лет. А за ним рыли лопатами, как закончили, завершали строить свой дом. Ну, дошли до дна, видите, как дно склонный, чтобы вода стекалась бы на улице, если вдруг были бы дожди. И вот в оставшая часть от холма, которая чистая глина, рыли вот эти комнаты. Обязательно сначала делать выход на улицу. Вот откуда мы прошли. И вот эти разные комнаты. Значит, зайдите в любые. Здесь как раз кухня перед вами. Подождите. Там же будут вот много кувшины, такие много вот такие эти самые емкости именно глиняные, где держали бы еду, там какую-то там, допустим, пшеницу, там бобы всякие вот там. И здесь даже вот там кускус у них сегодня, кстати, на обед. И там вас угостят даже чаем, и вы можете там хлебом мекать, там будет масло оливковое и мед. Это гигиеническое и ничего страшного, нормально. Зайдите в любые комнаты и ощущайте разницу в температуре, как на улице, как и здесь. Потом, выходя, можете здесь страничка, можете оставить какие-то чаевые. Как вам хочется, это не обязательно, но смотрите, это помощь для этих людей. От динара, я думаю, что не объединяется. Правильно? А после чего вы можете выходить и подняться наверх, спускаться, потом уже сядете в автобус и отправляться. Хорошо? Это рука, я сказал, что рука ботинка, которая приносит счастье в дом. А рыба от глаза. Там сидит здесь кран, это не имеет никакого отношения. Здесь живет сестра, две сестры. А к ними приходит третья, вот с сыном, сейчас приходила. Да, я скажу, вот это как раз сначала. И старайся придружить. А ты Минуточку, ставь. Какой чай? Чай очень вкусный.